Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так. Месяц октябрь. Что несет, чем удивит, чем порадует, на что вас испытает. Загадайте, пожалуйста, на себя. Спросите просто, что ждет и что по судьбе мне в октябре. Я думаю, вы все уже настроились. Давайте будем смотреть, каким будет для вас октябрь. Пусть высшие силы дадут мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Красота. Слушайте, красота. Обратите внимание на центральный рисунок. Вот один человек, у него коробочка в ногах. А вот у человека на руках еще один человечек. И у второго человечка коробочка в руках. Это очень классный знак. Сейчас я вам все объясню, все расскажу. Но начну я по порядочку. Начну я с корня рисунка. В корне у меня люди. Смотрите, кто-то будет уезжать, кто-то будет приезжать. Какие-то встречи, проводы, мероприятия. У вас идет прям такое близкое общение с разными людьми. Это могут быть и друзья, и родственники, и новые люди. То есть и знакомства, и продолжение отношений. То есть людей в этом месяце будет очень много. Что мне очень нравится, то что люди все хорошие, очень хорошие, добрые, отзывчивые, приятные, улыбающиеся по-настоящему, не кривыми улыбками, а по-настоящему. Милейшие, добрейшие люди идут в вашу жизнь. Я не могу сказать конкретно, это общая отсыпка. Вы поедете, либо к вам приедут, вы куда-то пойдете, либо в каком-то месте окажетесь. Но идут новые люди. Здесь просто какая-то толпа новых людей, невероятно хороших, добрых людей, которые помогут, подскажут, поддержат, дадут положительные, такие добрые, теплые энергетики для вас. Это классно. Вы будете удивляться тому, как много в мире хороших, отзывчивых и по-настоящему добрых людей. Для вас это будет прям как шок. Почему-то вы жили и думали, что да, каждый сам по себе, да, они там люди как волки. Там живут стаями, там строгая иерархия, каждый там под себя гребет. Нет такого, чтобы люди были альтруистами. Ну, разве что вы. Вы и там самые ваши близкие люди. Вас жизнь удивит. Удивит. И прям такая, знаете, вот как стряска у вас идет. Но в хорошем, положительном смысле этого слова. Очень много хороших, добрых людей. По-настоящему добрых людей. Добрых к вам, к вашей семье, к вашим близким. Просто замечательная ситуация. Кстати, от этих людей вы будете очень много всего получать. Кто-то будет получать конкретные какие-то вещи, предметы, что-то материальное, а кто-то будет получать хорошие, добрые советы, дела хорошие, добрые в ваш адрес. Да, это замечательно. Октябрь подарит вам много хороших и добрых людей. Вот встречу с огромным количеством добрых, хороших людей. Так, идем дальше. Для семейной пары идет отдельное предсказание. Вот вы в семье, неважно, вы там месяц в семье, либо вы 10 лет в семье, может быть уже и 30-50. Обратите внимание на мужчину. Мужчина почему-то какой-то стресс переживает. Стресс, может быть какое-то болезненное состояние, неуверенность в себе, неуверенность в своем завтрашнем дне. Как-то скрывает, пытается держаться молодцом, но проблемки будет видно. Если стресс, мои хорошие, успокаиваем, за руку берем, глаза смотрим, там, не знаю, по голове гладим, говорим добрые, хорошие слова, что мы вместе, мы рядом, я там тебя не оставлю, ты у меня там самый лучший, вместе там прорвемся, пробьемся, нечего бояться. Если у мужчины проблемы со здоровьем, вдруг, да, вот видите, что он поменялся, что он там кряхтит, что-то там постанывает, плохо спит, как-то, вы знаете, ворочается,
потерял аппетит, там, как к интересам своим потерял интерес. Вы, девчоночки, не медлите, берите вашего мужа и по белой рученьке и туда, в поликлинику, да, к доктору ведите обязательно. Будет сопротивляться, так вы его скотчем свяжите на плечо и потащила его в поликлинику. Серьезно вам говорю, здесь может быть момент очень опасный, очень острый. Не дай бог, не дай бог. Я, конечно же, этот песочек закрою, но я считаю, что я должна вас предупредить. Я надеюсь, что это мимо вас пройдет. Прошу об этом высшие силы. Но, тем не менее, обращайте внимание. Здесь будут симптомы очень явные, очень явные. Мужчина будет отказываться идти к специалисту, да, к доктору, будет отказывать. Вы говорите, а нет, ерунда, это тебе показать. А вы ведь сердцем, понимаете, вы не только глазами, вы сердцем будете видеть, что с ним какая-то беда происходит. Ведите, не слушайте, заставляйте. Хотите, не знаю, пинками гоните, хотите, шантажируйте его чем-то, но вы должны заставить его пойти к специалисту. Проблему можно решить. Если ничего не делать, могут быть осложнения. Не дай бог, да, не допускайте до этого момента. Так, для тех, кто у меня только встречается. Но октябрь подарит вам очень много ярких моментов. У вас идут какие-то незабываемые свидания. Ваш мужчина будет совершать в ваш адрес какие-то героические поступки. Ну, допустим, да, мужчина жадноватый. Ну, вы видите, да, жадноватый. Может, у него там по финансам не хватает. Может быть, он на что-то собирает, копит. И тут он прям последнее на какие-то яркие там подарки. Там, может быть, дорогие рестораны. Праздник для вас будет устраивать, девочки. Вот на последние будет гулять. С одной стороны, вам будет, ну, немножко не по себе, да, что он прям последнее тратит. А с другой стороны, это праздник, который он будет вам дарить. Вот именно так он будет выражать свои чувства. А чувств у него очень много. И чем дольше вы вместе, тем эти чувства все ярче и ярче. Они его просто полностью поглощают. Если у вас мужчины никакого нет, два мужчины выходят к вам, два мужчины с такими, знаете, поползновениями в вашу сторону. Если работаете на работе, один будет, либо на учебе, если учитесь, либо это будет человек, который оказывает вам какой-то вид услуг. Да? То есть вы обратились к этому человеку за его профессиональной деятельностью, да, и он будет на вас обращать внимание. Второй человек, но это какой-то совершенно новый человек, который, скорее всего, либо приезжий, либо, может быть, даже иностранец, человек, о котором совершенно ничего не известно, человек, ну вот просто, знаете, как нулевая карта, да, как белая карта. Ну, вроде человек, вроде симпатичный, ну а что там у него скрыто, кто он такой, какой у него там бэкграунд, да, где он живет, чем он занимается. Совершенно ничего не понятно. Вот, очень, кстати, интересный человек. Вас больше всего будет тянуть именно к тому, о ком вы меньше всего будете знать. Вот, у вас прям выбор образуется. Возможно, у вас даже вот идет общение сразу с двумя мужчинами. Вы с тем общаетесь, и с этим общаетесь, но все у вас идет вот как на дружбу похоже, дружеское общение. Дружеское общение. Вот у кого может быть роман, яркий роман, так это на работе с начальником. Вы простите, что так говорю, но вот явно у кого-то служебный роман случится в октябре с начальником, с коллегой, но мужчина идет постарше, чем вы. Постарше, причем... Ну, кстати, да, может быть, он и по годам постарше, а может быть, он ментально постарше, чем вы, а может быть, по должности постарше, чем вы. Да, моложе, но старше, чем вы по должности. Вот у кого-то прям роман идет. Роман яркий, вы любовники, вы горите. Будете весь месяц друг другом наслаждаться. Это интересно. Так, ну что, давайте к главной картиночке перейдем. Здесь явно будет поддержка. Вам будет оказана поддержка, причем поддержка феноменальная. У каждого своя ситуация, у каждого свои проблемы, у каждого свои дела, у каждого своя история жизни. Но то, что вас кто-то, видите, ну фактически, да, на руки берет и по жизни несет. Мало того, вы же еще, вот смотрите, как одаренным человеком идете. Вам дары идут. Дары, причем дары с двух сторон. Одна сторона человеческая, другая божественная. Это чудо, это возможность, это
может быть, заслуженная, да, заслуженная награда. Именно в октябре вы будете наслаждаться своей жизнью, тем, как случилась и сложилась ваша жизнь, тем, где вы сейчас находитесь, с кем вы сейчас находитесь, кто вас окружает, что вас окружает. Октябрь, ну, это удовольствие. Это удовольствие, это праздник жизни, это спокойствие, это уверенность в завтрашнем дне, и не только, кстати, в завтрашнем. Да, вы как успокаиваетесь, вы как в себя приходите. Если до этого у вас был какой-то бег с препятствиями, там, вы бежали, причем на себе могли тащить там, своих детей, семью, родственников, да, вот проблемы все на себе тащили, то теперь вы идете таким легким прогулочным шагом. Я, понимаете, я чувствую, что будет происходить, но я не могу подобрать слов, чтобы вам это передать. Настолько яркие впечатления, настолько диаметрально противоположные ощущения от жизни, вы будете чему-то прям удивляться, очень удивляться, восхищаться, даже восторгаться, я бы сказала. Где вы будете в октябре? Вот этот вопрос меня интересует. Но явно это не дома с вами произойдет, не дома. Может быть, жизнь закинет вас в какое-то интересное место, либо вам посчастливится побывать в каких-то интересных местах. У вас идет какое-то спонтанное действие, спонтанное решение, либо случайная возможность, да, которую вы принимаете. Значит, мои хорошие, тут можно гадать до бесконечности. Я не вижу в этом никакого смысла. Я лишь только вам хочу сказать, что октябрь покажет вам, что есть и справедливость, что есть и счастье, и радость, и удовольствие от жизни, да? И что это все вам доступно. То, что вы не будете обижены, так это 100%. 100%. Вы прям себя почувствуете так, да, что вы любимчик людей, любимчик судьбы, любимчик высших сил. Вы это будете чувствовать, будете ловить себя на мысли, что вы это ощущаете. Вот. Это очень классное состояние. Я хочу вас сразу предупредить. Не бойтесь просить, не стесняйтесь, вернее, просить. Не бойтесь говорить о своих проблемах, не бойтесь говорить о своих желаниях. И опять же, не стесняйтесь. Вы должны в октябре быть максимально открытым человеком. Ну, вот таким, как есть. Со всеми своими плюсами, минусами, тараканами, заморочками, комплексами, да, все, что у вас есть. Постарайтесь этот месяц прожить максимально естественно. Поверьте, у вас октябрь, он как мотор. Да? Включаешь мотор, и машина поехала. То есть этот месяц кардинальных перемен к лучшему. Если вы открыты миру, открыты жизни, вы идете эти перемены, принимаете, все, я вас поздравляю, ваша жизнь удалась. Если вы вдруг по какой-то причине там стрессуете, боитесь, закрываетесь, ну, вы упустите этот шанс. К сожалению, вы можете упустить этот шанс. А следующий придется ждать, возможно, даже несколько лет. Поэтому, мои хорошие, чтобы вас там не мучило, не беспокоило, еще раз говорю, отсекайте от себя, пользуйтесь всеми этими возможностями. Сейчас такую вещь непопулярную скажу, да? Пользуйтесь этими добрыми людьми, ведь они идут не просто так в вашу жизнь. Это Боженька их посылает, направляет к вам. Пользуйтесь тем, что они есть, тем, что они добрые, тем, что они готовы вам давать, вам помогать. Пожалуйста, прекрасный шанс не упустите. Поменяйте свою жизнь, поменяйте свою судьбу. Станьте, наконец-таки, счастливым человеком, довольным жизнью. Не человеком, который борется за свое выживание, а именно счастливым, который живет полноценную жизнь, счастливую жизнь. Да, месяц удивительный, просто удивительный. Мне очень хочется сделать еще одну отсыпку. Возможно, я сделаю на голубом песке, где я попрошу более детальную информацию, вот именно по аспектам, какие будут моменты. Чуть позже я сделаю, может быть, в течение 2-3 дней я сделаю. Попрошу высшие силы, чтобы вам дали как расшифровку вот этих прекрасных событий. Все-таки песок не позволяет выходить за рамки темы.
Вот какую информацию дали, какую информацию прорисовали, то я вам и озвучила. Если вам интересно, приходите попозже, через 2-3 дня я обязательно сделаю видео, где попрошу деталей месяца. Вот что конкретно вот эти вот чудеса, что это за чудеса, откуда, как. Может быть, какие-то подсказочки еще больше, там детальные подсказочки вам дадут. Так что, мои хорошие, давайте договоримся так, что я попозже уточню, да, и вы уже будете точно понимать, что вас ждет. Но этот месяц, вот поверьте, кому-то жизнь поменяет кардинально, диаметрально поменяет, понимаете, вот так сверх, с головы на ноги все перейдет. Особенно для тех, у кого жизнь была очень тяжелая, очень неспокойная, человек пережил боль, пережил невыносимые и физические, и душевные страдания. Видите, держит на руках, держит вас. Дары он с двух сторон ложит. Все будет. И все будет просто замечательно. Так, мои хорошие, жду вас на детальной отсыпке. На этом позвольте попрощаться. Всем огромное спасибо за внимание. Всем пока-пока.